Добрый день, дорогие читатели библиотеки Smart! Сегодня мы начинаем наш ряд видеолекций в образовательно-просветительских целях о стилях музыки и ее основных жанрах. Ну что ж, начнем. По общепринятому понятию ученые выделяют 4 основных крупных направления в музыке. Это народная музыка, духовная музыка, академическая и популярная. К популярной музыке непосредственно относятся фолк-музыка, кантри, латиноамериканская музыка, блюз, джаз, шансон, романс, электронная музыка, рок, хип-хоп, регги, поп и множество других разнообразных жанров, подклассов и разновидностей музыки. Классическая музыка относится к инструментальному стилю музыки. Я думаю, всем известны великие произведения классической музыки. В последнее время это уходит в забытие. Но мы все-таки считаем, что такое достояние человечества необходимо помнить и знать. Возможно, вы скажете, что это вам не интересно, лучше бы узнать что-нибудь о современных музыкантах. Безусловно, мы всего этого коснемся. Но прежде нужно знать о истоках музыки, о глобальных направлениях, о том, что было первым, что было основополагающим. Развитие новой музыкальной культуры в середине XVIII века породило возникновение множества музыкальных обществ и оркестров, проведение открытых концертов и оперных представлений. Столицей музыкального мира в те времена была Вена. Самыми яркими композиторами классицизма были великие австрийцы Йозеф Гайдн и Вольфганг Амадей Моцарт. Гайдн создал фантастическую хоровую, оперную, оркестровую и инструментальную музыку. Но самое большое его достижение именно в симфонии, которых он написал более 100. Моцарт – гениальнейший композитор всех времен и народов. Прожив короткую жизнь, он оставил невероятное музыкальное наследие, например, 41 симфонию. Самым большим его достижением считаются оперы. В них он показал себя и как великий музыкант, и как талантливый драматург. Некоторые из его самых прекрасных опер – это «Дон Жуан», «Женитьба Фигаро», «Волшебная флейта». Йозеф Гайдн, Вольфганг Амадей Моцарт и Людвиг ван Бетховен – 3 великих имени, вошедших в историю как венские классики. Композиторы венской школы виртуозно владели самыми разными жанрами музыки, от бытовых песенок до симфоний. Высокий стиль музыки, в котором богатое образное содержание воплощено в простой, но совершенно художественной форме – вот главная черта творчества венских классиков. Музыкальная культура классицизма, как и литература, а также изобразительное искусство, воспевает поступки человека, его эмоции и чувства, над которыми царит разум. Художникам-творцам в их сочинениях присущи логичность мышления, гармония и ясность формы. Каждый из венских классиков обладал яркой, неповторимой индивидуальностью. Гайдн и Бетховен более тяготели к инструментальной музыке, к сонатам, концертам и симфониям. Моцарт был универсален во всем. Он с легкостью творил в любом жанре. Он оказал огромное влияние на развитие оперы, создавая и совершенствуя различные ее типы, от опер-буфф до музыкальной драмы. В плане предпочтений композиторами тех или иных образных сфер для Гайдна более характерны объективные народно-жанровые зарисовки, пастораль, галантность. Бетховену близка героика и драматизм, а также философичность, ну и, конечно, природа, в небольшой степени и утонченная лирика. Моцарт захватил, пожалуй, все существующие образные сферы. Музыкальная культура классицизма связана с созданием многих жанров инструментальной музыки, таких как сонаты, симфония, концерт. В эпоху классицизма сложились основные типы камерных ансамблей – трио, струнный квартет. Я думаю, стоит затронуть еще одну большую, но немаловажную тему – это жанры музыки. Объясню вкратце. Жанры музыки – это разновидности. Это своего рода модель, с которой соотносится конкретная музыка. У него есть определенные условия исполнения, предназначение, форма и характер содержания. Приведем легкий пример. Колыбель. Колыбель создана для того, чтобы успеть малыша, поэтому имеет несложную, убаюкивающую форму, ей характерны покачивающиеся интонации и особый ритм. А, например, марш имеет ровный ритм, приспособленный к четкому шагу. Итак, какие же бывают жанры музыки? Рассмотрим их классификацию. Самая простая классификация жанров – это по способу исполнения. Существует 2 большие группы. Инструментальная, туда входят марш, вальс, этюд, соната, симфония. Также существует другая типология жанров музыки.
Она принадлежит ученому, который утверждает, что жанры музыки бывают обрядовые и культовые. Туда входят псалмы, месса, реквием. Для них характерны обобщенные образы, господство хорового начала и одинаковое настроение у большинства слушателей. Также существуют массово-бытовые. Это разновидности песни, марша и танца. Полька, вальс, рэгтайм, баллада, гимн. Они все отличаются простой формой и привычными интонациями. Концертные жанры. Соната, квартет, симфония. Характерное исполнение в концертном зале, лирический тон, как самовысказывание автора. Театральные жанры. Туда входит мюзикл, опера, балет. Они все требуют действия, сюжета и декораций. Популярная музыка. Также мы узнали, какие бывают все-таки виды жанров. Это у нас инструментальная и вокальная по типу исполнения. Что ж, всем большое спасибо за просмотр. Я надеюсь, это видео было для вас полезным и познавательным. Желаю вам всего доброго. Всем пока!